Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 7-й Восточный экономический форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Это авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму порядка 3 триллионов рублей. Как дорожная отрасль региона будет представлена на форуме, каковы ожидания от участия в столь масштабном мероприятии, расскажет гость студии Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Ежегодно республика принимает участие в Восточном экономическом форуме. Насколько результативно данное участие и что удалось реализовать по итогам предыдущих форумов? Действительно, не первый год Восточный экономический форум проходит, и республика активно в нем участвует. И сегодня эта площадка дала старт уже многими инвестиционным проектам, в том числе в нашей республике. И эта площадка стала, наверное, площадкой обсуждения проблем, решений. И сегодня, нахождение каких-то путей решения, сегодня реализация каких-либо инвестиционных проектов крупных невозможно, наверное, в том числе и без развития транспортной инфраструктуры. И, безусловно, последние годы все чаще и чаще, и даже вся повестка становится в большинстве своем, так скажем, направлена на и решение, и обсуждение проблем именно транспортного обеспечения и развития транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Если говорить о предыдущих форумах, я бы хотел отметить, что, например, в прошлом году мы в рамках создания единой дальневосточной авиакомпании подписали договор с авиакомпанией «Аврора». И в том году, соответственно, наша региональная авиакомпания «Якутия» уже выполняла по договору кодшера не менее 4 маршрутов. Да. В этом году уже за нашей авиакомпанией закреплено 19 маршрутов, 7 из которых связаны с нашей республикой. Кроме того, в прошлом году, как вы помните, была встреча главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Валентиновичем Мантуровым, и где мы ставили вопрос о продлении программы субсидирования техники на газомоторном топливе. И результат тогдашних переговоров выразился в реализации, наверное, одной из самых таких видимых и значимых, может быть, проектов для города Якутска. Это 100 автобусов к 100-летию республики. К слову сказать, и в этом году мы планируем, соответственно, аналогичную встречу для того, чтобы обсудить тоже в том числе вопросы обновления пассажирского парка уже всей республики. Может быть, поговорим об этом подробнее. Что в этом году по модернизации городского транспорта планируется? Вопрос модернизации в целом пассажирского автотранспорта остро стоит не только в городе Якутске, но и по всей республике. В крупных населенных пунктах сегодня можно сказать, что 70% всего парка автобусов, они имеют возраст более 10 лет, практически изношенные, и, соответственно, необходимо в самое ближайшее время модернизировать, обновить автобусный парк. Это не только крупные автобусы, это и автобусы 2-3 класса, которые в основном востребованы в сельской местности, в небольших городах, в небольших поселках, может быть, между поселками, которые адаптированы под наши климатические условия. Об этом в том числе мы планируем обсудить с Минпромторгом продление этой программы. Мы сегодня формируем такой комплексный проект по республике, и в рамках данного направления, кроме этого, прорабатываем вопрос и, скорее всего, подпишем соглашение с госкорпорацией ВЭБ по модернизации и обновлению пассажирского автотранспорта.
А в каких мероприятиях форума непосредственно вы будете принимать участие, как вот Министерство транспорта, и какие вопросы планируете обсудить? Ну, одной из основных площадок, на которой значит, планируем принять участие как министерство, это, безусловно, площадка по обсуждению развития и модернизации аэропортовой инфраструктуры на Дальнем Востоке. Ведь сегодня вот и в рамках дальневосточной авиакомпании, которая создана, да, и в целом значит, для обеспечения транспортной мобильности населения у нас одно из основных, так скажем, одна из основных проблем — это вот состояние и финансирование аэропортов, как в арктической зоне, так и по всему нашей республике, по всему Дальнему Востоку. Сегодня можно сказать, что вот по тем аэропортам, которые сегодня существуют, и площадкам, с момента их строительства практически реконструкция не проводилась. Только в последнее время вот в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры в республике модернизируется порядка 15 аэропортов. Еще требуется не менее 10 самих аэропортов, но значит, на этой сессии будут обсуждаться также и авиаплощадки. С учетом того, что сегодня очень активно наш отечественный авиапром должен, соответственно, запустить, значит, серийное производство отечественных воздушных судов, таких как Ил-114 или ЛМС-901 «Байкал», который взамен Ан-2 будет, соответственно, требуется и поработать и с аэропортовой инфраструктурой. Тот же Ил-114, ему нужна искусственная взлетно-посадочная полоса. Не в каждом населенном пункте у нас или даже вот в районном центре имеется искусственная взлетно-посадочная полоса. Что касается ЛМС-901 «Байкал», который на замену Ан-2, то он также требует определенных значит, работ по взлетно-посадочной полосе, по аэронавигационному сопровождению. И все эти вопросы будут, безусловно, нами поставлены. Все потребности у нас в республике порядка 141 авиаплощадки, 63 из которых находятся в арктической зоне, и все они требуют либо реконструкции, либо текущего ремонта. Немаловажный вопрос встает — это аэронавигационное обеспечение, метеообеспечение. Не секрет, что по многим причинам, по некоторым значит, причинам, таким как метео или, может быть, там недостаточное финансирование, там же от того же федерального казенного предприятия, регламент работы аэропортов у нас достаточно короткий. Это не позволяет наращивать, значит, расписание, то есть количество рейсов. Доходит до того, что иногда мы, ну, во-первых, в ручном режиме просим где-то продлиться, какому-то аэропорту продлиться регламент работы, аэронавигации, соответственно, также, соответственно, сопроводить и отвлечь сотрудника на это. Ну и, соответственно, иногда бывает доходит до того, что и не хватает элементарных метеорологов для того, чтобы обеспечить метеосопровождение. И порой бывает, даже авиакомпании перевозят сотрудников метеорологов для того, чтобы там проработали. Это все, безусловно, конечно, накладывает отпечатки свои. Значит, любой сбой по метеоусловиям вызывает изменение всего расписания, и очень сложно потом в ручном режиме все это действительно догонять, все это расписание. Из-за этого, безусловно, возникают постоянные задержки. И вот эти насущные, актуальные вопросы мы планируем, значит, обозначить, и очень правильно, что именно вот на этом форуме такая тема будет поднята. А что насчет соглашений в части транспортного комплекса? Планируется ли что-то подписать на площадках форума? Да, безусловно, есть совершенно предметные соглашения и договора. Это, напомню, если в прошлом году мы заключали соглашение с государственной транспортной лизинговой компанией о намерениях, и сегодня, проработав в рамках этого соглашения все
нюансы, соответственно, планируем подписать уже договор лизинга непосредственно на поставку Метеор-120, который мы не раз его анонсировали об этом. Планируем, он должен выйти уже с производства, уже выйти готовым уже в ноябре месяце, и, соответственно, к следующей навигации он должен подойти к нам в республику. Еще одно из соглашений – это проработка, соглашение о намерениях и проработке вопроса организации прямого рейса Якутск-Казань. Якутск, прямого субсидированного рейса мы, с Республикой Татарстан в рамках Дней Республики Татарстан, вот здесь вот в текущем году, которые прошли, мы на деловом форуме обсудили вопросы как раз организации такого рейса, и переходим в практическую плоскость, будем обсуждать уже расписание, тарифы, и планируем запускать их со следующего года для, в том числе, и обмена, повышения туристического потока как в Республику Татарстан, так и к нам в республику. Ну и еще одно из соглашений, которое стоит отметить, это соглашение с Магаданской областью о взаимодействии, подготовке заявки и проработке обоснований по строительству железной дороги Нижний Бестях-Магадан. Сегодня есть определенные наработки, обоснования инвестиций. Необходимо проработать дополнительно вопросы трассировки, наличие определенных месторождений, грузовой базы. Соответственно, эти вопросы мы планируем, так скажем, скрепить соглашением для более детальной и обоснованной подготовки заявки на строительство такого крупного проекта, который, по сути, даст возможность выхода железной дороги уже к Охотскому морю, к восточному побережью Тихого океана. Владимир Михайлович, благодарю вас за то, что пришли. Уверена, что все намечено и все ваши планы обязательно на форуме сбудутся. Спасибо. Спасибо. Ну и я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.